Почтение, благодарности основателям республики Платону Римскому, Максиму Амосову, Исиду Парахову и их соратникам. В 1992 году, ровно 70 лет спустя, в этот же день вступила в силу новая Конституция Республики Саха-Якутия, определив ее статус в составе Российской Федерации. Сегодня, несмотря на сложнейшие вызовы, Якутия уверенно, неизменно идет вперед. Уважаемые друзья, сегодня в этом зале мы чествуем лучших из лучших, настоящих патриотов Родины. Вы каждый на своем месте верой и правдой служите родной республике. Благополучие каждого человека для нас главное мерило уровня развития. Своим сегодняшним трудом мы определяем будущее нашей республики как передового региона России, в котором живут духовно развитые, талантливые и сильные. Республики Саха-Якутия и президенте Российской Федерации. Президенту Академии наук Республики Саха-Якутия, доктору биологических наук, члену-корреспонденту Российской Академии наук, заслуженному деятелю наук Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Республики Саха-Якутия, заслуженному работнику Высшей школы Российской Федерации, заслуженному деятелю науки Республики Саха-Якутия, глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев. Викторхан Айсен Сергеевич. Сегодня очень волнительный и прекрасный торжественный день для всех награжденных. Мы приносим нашу огромную благодарность за высокую оценку нашего труда, нашего скромного труда, поскольку на фоне того, что происходит в нашей республике, конечно, труд каждого кажется не таким важным. Все мы свою многолетнюю деятельность в разных сферах народного хозяйствования нашей республики, вне зависимости от нашей избранной профессии, посвящаем нашему народу, нашему благополучию нашего народа и благосостоянию нашего народа. Мы знаем, человек способен на большие дела, но удается реализовать себя только в обществе, где возможно свободное коллективное творчество. И мы прекрасно понимаем, что высокая оценка нашего труда – это признание вклад тысячи наших коллег, сотни наших учеников, с которыми мы вместе трудимся. Лично я с огромным удовлетворением слушала ваши ответы на вопросы жителей в прямом эфире, где вы в том числе дали оценку труду работников здравоохранения, отмечая действительно значительное увеличение средней продолжительности жизни жителей нашей республики.
Это, я считаю, очень большой позитивный показатель. И мы гордимся, коллектив медицинского института Северо-Восточного федерального университета, что в этом тоже частичка нашего труда. Поскольку фактически практическое здравоохранение врачей получает только от, в основном, выпускников это нашего медицинского института. Мы гордимся также тем, что в последние годы сдают очень хорошие, востребованные для народа современные медицинские центры. И вот последним центром у нас является онкологический диспансер, который высокотехнологичное оборудование имеет. И мы гордимся тем, что вот сколько мы ввели центров, мы ни из одного центрального города, из какой-то области или региона не приглашали на постоянную работу какого-либо врача. То есть наши выпускники, наши дети, их ум, их знания, их золотые руки позволили все это внедрить у себя на родине и вот оказать огромную помощь нашему населению. И мы признательны руководству правительства, руководству нашего университета за постоянную поддержку для нашего института. И у нас всегда, конечно, бывают какие-то проблемы. Сейчас вы прекрасно знаете, нашей проблемой является это строительство нашего учебного корпуса, где мы планируем получить еще прекрасный виварий, где можно будет студентам, где можно будет молодым ученым ставить эксперименты, проводить исследования. И мы уверены, вы нас поддерживаете в этом деле. А всем остальным участникам сегодняшнего прекрасного торжества я желаю всем крепкого здоровья, я желаю благополучия вашим семьям и трудиться на благо нашей любимой Родины, Республики Саха.